эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Безопасные и качественные автомобильные дороги. В Якутске продолжается капитальный ремонт на окружном шоссе. Основателю Ассоциации национальных видов спорта Якутии Валерию Кочневу исполнилось 90 лет. День оленевода празднует сегодня республика. Обманутые дольщики в Якутске получают компенсации. 47 граждан, которые в 2014 году вложили свои средства в строительство многоквартирных домов в микрорайоне Ильинка и не дождались своих квартир, в ближайшее время получат выплаты. На эти цели в Фонде защиты прав дольщиков предусмотрено 88 миллионов рублей. Напомним, что между правительством Якутии и фондом подписано соглашение о софинансировании мероприятий, направленных на восстановление прав дольщиков. Речь идет о более чем 570 пострадавших участников долевого строительства, которые вложили деньги в покупку жилья в 9 домах у 5 застройщиков. 38 новых случаев коронавирусной инфекции выявлено за последние сутки в Якутии. Так, в Якутске 28 случаев, в Мирнинском и Тампонском районах по 3, а в Алданском, Мегинокангаласском, Намском и Сунтарском районах по 1 случаю. За сутки лабораториями проведено 1770 исследований на коронавирусную инфекцию. Что касается вакцины, то в республику поступило всего 56 412 доз против COVID-19. Использовано 95%. Первую вакцину получили 53 177 человек, вторую – 25 450 человек. Роскомнадзор обяжет социальные сети установить счетчики посещаемости. Новая мера необходима, чтобы знать, какие соцсети попадают под требования закона о самостоятельном удалении запрещенного контента, который вступил в силу 1 февраля этого года. Согласно нему, владельцы платформ, которые в сутки посещают более 500 тысяч пользователей, должны самостоятельно находить и блокировать запрещенный в России контент. К нему, в частности, относятся детская порнография, пропаганда суицида и наркотиков, экстремизма и терроризма, призывы к несанкционированным митингам и массовым беспорядкам, а также оскорбительные материалы с нецензурной лексикой. Полным ходом продолжается капитальный ремонт на окружном шоссе в Якутске протяженностью 4 километра 200 метров. Сегодня проследить за ходом работ туда выехала правительственная бригада во главе с Айсеном Николаевым. Объект строится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы начались в прошлом году и планируется завершить их в этом. Стоимость проекта – 832 миллиона рублей. По плану там должно быть четырехполосное шоссе с разделительной полосой, тротуарами и даже велодорожками. Проект предполагает расширение кольцевой развязки на пересечении окружного шоссе и Вилюйского тракта. На сегодняшний день уже выполнены работы по переустановке сетей газоснабжения, ЛЭП, практически половина земляного полотна расширена и подготовлена к укладке асфальтобетона. Прямо сейчас идет переукладка водопропускных труб и сетей водоснабжения. В этом году в течение строительного сезона работы будут завершены по данному объекту. В целом по городу в этом году планируется масштабное строительство, масштабный ремонт на 49 километрах улично-дорожной сети при плановом показателе 48 километров. Возможно, вызовет некоторые неудобства у жителей, но тем не менее хотелось бы просить жителей отнестись с пониманием. Значительные средства направляются благодаря национальному проекту, и в целом на ремонт улично-дорожной сети в этом году будет направлено порядка 2 миллиардов 232 миллиона рублей. Сбить табуретку и сшить фартук. Эти умения выносили из школы все выпускники 90-х. Сегодня уроки трудов этим не ограничиваются. У них не только новое название, но и широкая программа обучения. Дизайн одежды, декоративно-прикладное искусство, столярное дело и даже робототехника. Алиса Васева с подробностями. В кабинете пахнет деревом, вокруг стружка и творческий беспорядок. Ученики 7 класса напиливают заготовки для поделок к 8 марта. Руководит процессом Людмила Асеева, трудовик с 33-летним педагогическим опытом. Учить мальчишек мужскому ремеслу необычным не считают. От трудовика на каблуках ребята получают практические знания. Я научился нормально забивать гвозди. Узнал много чего нового о самих пилах. Тут мы обучаемся, как правильно что-нибудь делать из дерева, всякие сантехнические, получается, показывают нам проекты.
и рассказывают, как, что правильно, куда прикрутить, привинтить. Бывшие труды, а ныне урок технологий – это не просто возможность сколотить табуретку. С 5 класса мальчиков учат работать с простыми столярными инструментами. Чуть позже знакомятся с станками. К ним у ребят особый интерес. На уроках не только пилят и вырезают, делают целые проекты. Недавно готовили к выставке макеты военной техники. Они ко мне с удовольствием ходят и после уроков бегут. Я ухожу домой очень поздно, потому что у меня дети не хотят уходить домой. Они делают скалки, они делают толкушки, они делают какие-то модельки, свое что-то делают из древесины, лопатки в 5 классе делают для мам. Прекрасная работа своими руками. Здесь убедитесь, что у вас порты подключенные. БЦ и двигателя. БЦ. И двигателя подключены тоже БЦ. А это тоже урок технологий. У 5 класса сегодня робототехника. Педагог Артем Низамеддинов уроки труда помнит до сих пор. Для сегодняшних учеников другая программа. Не только столярное дело. Все, что можно сделать своими руками. Сейчас в сферу новых технологий мы можем позволить себе собирать роботов, программировать, заниматься 3D-моделированием. Учебная программа по технологии 4 года. В 3-й школе у мальчиков у каждого класса свое направление. 5-е занимаются робототехникой, 6-е 3D-моделированием. В 7 классе робототехнику усложняют, а в выпускном 8-м объединяют все направления – от лего до деревообработки. Что до девочек, то для них современный урок технологий без привычного шитья и готовки не обойдется. Но сама программа изменилась вслед за модой на эксклюзивные вещи, сделанные своими руками. Если педагог приходит с новаторскими какими-то идеями, современные, да, идеи какие-то, то урок превращается в нестандартный. Поэтому согласно программе мы проходим программу согласно ФГОС, но дополнительно я даю от себя все, что я знаю, какие современности сейчас, какие тенденции современные, я передаю детям. Поэтому не просто шьют, осваивают сложные техники работы с тканью, создают необычные текстуры, заливают ткань эпоксидной смолой. Получается ни на что не похожие украшения. А этот проект, где вместо самоцветов обычный природный уголь, уже собирается на республиканский конкурс. В одном мнении схожи все учителя технологии. Важно, чтобы все навыки и умения по окончанию школьного курса обязательно продолжали развивать в детях родители. Олеся Васева, Юлия Золотарева, Олег Соснин. Телеканал «Алмазный край». Сегодня 90-летний юбилей отмечает отец, основатель Ассоциации национальных видов спорта и игр народов Якутии «Сахада Спорт», ученый, педагог и тренер Валерий Кочнев. Он является тем самым человеком, который научно доказал и распространил по всему миру то, что национальные виды спорта придумал именно народ Саха. Валерий Кочнев посвятил всю свою жизнь научной деятельности и воспитанию ценных кадров. Также Валерий Кочнев является организатором и создателем единственного музея физической культуры и спорта республики, где хранятся около 3000 экспонатов. Мы гордимся тем, что в 2001 году организовали кафедру национальных видов спорта при Институте физической культуры нашего университета, где он стал первым заведующим кафедрой. Далее, в 2005 году был образован Республиканский центр развития национальных видов спорта «Модун» имени Василия Манчары, в котором тоже огромная роль принадлежит Валерию Пантелеймоновичу, и мы его, любя, называем патриархом игр наших предков. Я хотел бы поздравить Валерия Пантелеймоновича с 90-летием, пожелать ему прежде всего крепкого здоровья, ну и реализации всех своих планов. День оленевода отмечают сегодня в Якутии. Приказ об его учреждении глава республики Айсен Николаев подписал 9 августа в минувшем году. Так он отметил роль оленевода как хранителя и проводника национальных традиций коренных малочисленных народов Севера, подчеркнув этим значение оленеводства в развитии экономики региона. Дорогие оленеводы республики, примите искренние поздравления с новым национальным праздником Днем оленевода. Этот праздник утвержден указом главы Республики Саха-Якутия Айсеном Сергеевичем Николаевым в 2020 году и будет отныне отмечаться ежегодно в первую субботу марта. В жизни коренных малочисленных народов Крайнего Севера это одно из самых значимых и масштабных мероприятий, из поколения в поколение передающих древние традиции и самобытную культуру. Оленеводство для многих коренных народов не только способ хозяйствования, но и смысл жизни. Хочу поблагодарить всех оленеводов, особенно ветеранов отрасли, за ваш труд,
благодаря вам сохраняется вековой уклад жизни коренных северян, культура и быт, традиционные виды деятельности. Накануне Дня оленевода в Нерингре состоялось торжественное возложение цветов к памятнику, идущей поперек хребтов. Подробности в сюжете наших коллег. В этот день возле памятника собрались благодарные потомки каюров-оленеводов, чтобы отдать дань памяти и уважения коренному населению Южной Якутии эвенкам, их значительному вкладу, внесенному в промышленное освоение территории. Тем, кто в годы становления и формирования Южно-Якутского территориально-производственного комплекса трудился рядом с геологами, выполняя роль проводников, помогал не только открывать клады родной земли, но и учил выживать в суровом климате, предостерегал от опасностей. Дорогие нерингринцы, спасибо большое, что вы пришли на наш праздник. Праздник – это память каюров, которые проложили дорогу к недрам. Каюры – это люди большой буквы. Мы поздравляем всех с праздником Днем оленевода. На мероприятии прозвучали слова благодарности не только в память каюров-первопроходцев, но и тем людям, кто и сегодня бережно хранит традиции национальной культуры эвенков, а также поздравления с национальным праздником Днем оленевода. А сегодня я хочу вам сказать, что вот наши духи встречают нас, видите как, таким вот ветром. И это очень хороший знак. Поэтому хочу пожелать вам тепла, домашнего уюта, всем крепкого здоровья. И чтобы в нашем районе всегда мы жили дружно и счастливо. Всех с праздником, процветания нашему району. Якутия – уникальный край. Природа щедро наделила эту суровую землю своими сокровищами. Каюры-оленеводы внесли огромный вклад в освоение богатств недр Южной Якутии. С этого года все мероприятия, посвященные Дню оленевода, будут начинаться у памятника, идущие поперек хребтов. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерингри. Якутяне отправились в конный поход в Лондон. Дагуйдан Винокуров и Мичил Неустроев накануне вечером выехали из Аймикона. Всадникам предстоит путешествие длиной около 15 тысяч километров. Напомню, изначально с Дагуйданом должен был отправиться в конный поход британец Никита Греци. Но из-за закрытия границ он пока не может принять участие в поездке. Однако отмечается, что он планирует присоединиться к долгому маршруту при первой же возможности. Путешественников проводили из местности Джекей, руководство Миконского района и делегация Усть-Алданского улуса. Полное конское убранство изготовлено и представлено мастерами Усть-Алданского улуса. Наши корреспонденты следят за развитием событий. Оставайтесь с нами, берегите себя.